Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушский спортсмен Ломали Мархиев, а также тренер и многократный победитель российских и международных соревнований, представляющий клуб Eagles BJJ, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Этот пояс является одним из высших рангов, уступая только черному поясу в данной дисциплине. В 2023 году Мархиев основал собственный клуб Мархиев Team. Он является многократным чемпионом Евразии RGSA, России в ABJJ и призером ACBJJ. Спортсмен также занял призовые места на юге страны и стал чемпионом северо-запада России ACBJJ. Кроме того, он является обладателем пояса чемпиона RGSA в категории «Эксперты», что подтверждает его высокий уровень мастерства и профессионализма в бразильском джиу-джитсу. Сборная команда спортивного клуба Ади Ахмат завоевала 4 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей на прошедшем открытом межрегиональном турнире по греко-римской борьбе среди юношей, приуроченного ко дню восстановления государственности чеченского народа. Обладателями золотых медалей стали Джибрил Чахкиев, Шейх Мансур Хамчиев, Ислам Нальгиев и Адам Дугиев. Серебро в копилку своей команды принесли Мухаммад и Саид Сайнароевы, Умар и Салават Аздоевы, Ахмед Латыров, Магомед Бузуртанов и Асланбек Инналов. А бронзовые медали выиграли Рахим Костоев, Ибрагим и Исмаил Махлоевы, Саид Евлоев, Адам Аздоев, Халид Барахоев и Ислам Гандаров. В соревнованиях принимали участие более 100 юношей из регионов СКФО. Ингушские спортсмены Муса Магушков и Зелимхан Аздоев после долгих выступлений в составе сборной России по дзюдо на международных площадках стали в настоящее время тренерами. На данный момент заслуженный мастер спорта Магушков и мастер спорта международных классов Аздоев входят в состав тренерского штаба сборной страны. Стоит отметить, что на том или ином уровне дзюдо развивается практически во всех субъектах Российской Федерации. Всего в спортивных школах страны действует более 1046 отделений дзюдо и 3120 квалифицированных тренеров, которые готовят более 160 тысяч спортсменов. Команда детской футбольной школы «Война» стала победителем межрегионального турнира в Туапсе, обыграв в финале команду «Гагра» со счетом 1-0. Юные футболисты получили кубок, золотые медали и дипломы. Отмечу, что лучшим игроком турнира стал Хамзат Гайтов, лучший бомбардир стал Абубакар Лолухоев и лучшим вратарем Халид Чергизов. Федерация мини-футбола Ингушетии открыт прием заявок команд для участия в Кубке Ингушетии по футзалу среди офисных организаций в формате 6 на 6. Заявки принимаются до 15 января по номеру 8 928 107 73 79. Количество мест ограничено. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.